Необходимость предоставить медицинскую справку по месту требования, плохое состояние здоровья или просто осмотр для профилактики. Эти и другие причины заставили сегодня сотни людей выстоять очередь в детской поликлинике Малгобека. Родители с маленькими пациентами столпились у входа к специалистам различного профиля. Приезду врачей сводного отряда Федерального медико-биологического агентства здесь только рада, ведь самое главное для каждой мамы – это здоровье ее ребенка. С двумя мальчиками пришла провериться, посмотреть, что да как. Сказали, что приехали врачи с Москвы, поэтому пришли посмотреть. Проверили, все нормально, довольны. А тем временем, пока некоторые родители дожидаются своей очереди, в кабинете педиатра проходит обследование маленький пациент. Врач-педиатр и невролог в одном лице, осмотрев ребенка, дает назначение. В воде можно сварить, пейте 3 раза в день. В течение месяца. Месяц отдыхайте, потом опять пьете. Хорошо? Все, успехов вам. Во взрослой поликлинике сегодня также многолюдно. Многие пришли пройти медосмотр у опытных врачей. Тем более, что далеко выезжать не нужно, ведь специалисты сами приехали в их район. Маммографию сделала. Теперь к кардиологу, думаю, голова болит, сердце тоже. Ну, врачи здесь добрые, отзывчивые, прямо аж хочется поблагодарить главе нашей, что он так привез нам таких врачей. Ну и наши неплохие, ну и все же таки хочется всесторонне разные, что скажут. Но многое подтверждается, что с нашими врачами диагнозом и ихним тоже. Пациенты, которых мы впервые выявляем заболевания, они, как правило, вообще не наблюдаются у врачей. То есть впервые пришли с какими-то жалобами, мы выявляем у него заболевание. Либо пациент уже был у врача пару лет назад и какие-то рекомендации не соблюдает. Да? Либо мы немножко корректируем терапию, но опять же согласно той ситуации, которую видим на сегодняшний день. Но, как правило, пациенты довольны врачами и местными, и нами. То есть мы стараемся помочь всем. Эта диспансеризация – ценный подарок не только для пациентов, а также и для врачей республики. Как признается заместитель главврача Малгобекской больницы, это повод узнать много нового, обменяться опытом и убедиться, что наша медицина тоже не стоит на месте. Ведь многие пациенты здесь уже с поставленными диагнозами и выписанными назначением курса лечения. С врачами ФМБА на приеме сидят наши же врачи, чтобы перенять опыт у врачей, федеральных врачей. За эти 2 дня социально значимых заболеваний не выявлено. Диспансеризация, люди идут активно, население заинтересовано в обследовании. Приезд врачей стал возможным благодаря договоренности, достигнутой между главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и руководителем медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой. Более 50 медиков, большинство из которых специалисты узкого профиля, кардиологи, неврологи, окулисты, проведут масштабную кампанию по диспансеризации населения региона. Эта работа ведется, ну, скажем так, повторно или дополнительно, потому что мы все знаем, что в апреле месяце эти врачи приезжали к нам, и сейчас дополнительно по соответствию договоренности по линии Минздрава, договор, если не ошибаюсь, это главы республики, и по линии Минздрава Министерства здравоохранения России к нам были приглашены эти врачи. И сейчас основной акцент делается на то, чтобы провести в полной мере диспансеризацию и вакцинацию населения нашей республики. И могу сказать, что население республики и жители, в данном случае Малгобекского района и города Малгобек, откликнулись на этот призыв. И мы можем наблюдать, что люди начали заботиться о своем здоровье, и в данном случае можно говорить о том, что люди проявляют так называемую медицинскую культуру, то есть повышенный уровень правовой культуры, часть включающая в том, что люди начинают заботиться о своем здоровье. На прием зарегистрировалось около 800 пациентов, 300 из которых дети. Как заверяют врачи, результаты терапевтического обследования у большинства положительные. Выявляемость заболевания низкая. Жарадат Хулхой, Васхаб Илакиев, Новости 24.